Всем привет! Как вы заметили, в закрепленном комментарии, который был у меня в крайнем ролике, который вечерняя прогулка, я там написал, что будет небольшой перерыв, еду на рыбалочку, еду на 5 дней, по приезду отчитаюсь. Так вот, 5 дней прошло, рыбалка получилась на ура. Ролики обязательно, конечно же, будут, только с небольшим опозданием, с небольшой задержкой, потому что до этого у меня уже был отснятый материал. Сейчас идет работа по монтажу фильма. Все увидите, только немного позже. Но пока я ездил на рыбалку, приехал, и меня встретила приятная весть, приятные посылочки. Посылки получать всегда приятно. Это посылка от моего друга Юрия Кулагина с Уфы. Уже вторая посылка. Одну посылку он с пауэрбанком отправлял мне на день рождения. Вот сейчас пришла вторая посылочка. Я уже догадываюсь, что там, потому что Юра мне вкратце описал. И вот такая вот маленькая, но ценная посылочка от Ирины Барановой с Питера. Здесь у нас мушки. Ну а здесь, в общем, вы сами все увидите. А еще одна приятная новость. В «Комсомольской правде» от 26 августа вышла вот такая заметочка из МВД «Фиш-блогеры». Заметка про меня, про мой канал. Кому интересно, у кого есть комсомолка, можете почитать. Мне самому было очень интересно. Мелочь, но приятно, как говорится. Вот. Настроение суперское, потому что, во-первых, рыбалка удалась, во-вторых, меня встречают вот такие приятные вещи. Сегодня у нас 1 сентября, сынок мой пошел во 2 класс, доволен. Ромка старший говорит, это он пока доволен, он ничего не понимает, говорит, всю прелесть учебы. Ну не знаю, пока доволен, это хорошо. Приступаем к распаковке посылок. Давайте сначала откроем мушки. Мушки от Ирины Барановой. Очень Ирина переживала, она так хотела, чтобы эти мушки успели приехать до отъезда на рыбалку, потому что уезжал я на дальнюю рыбалку, на рыбалку по Хариусу. Ирина вяжет мушки в основном, ну как в основном, на ее мушки как бы Хариус берет, я уже как бы знаю это. И вот она очень хотела, чтобы я испробовал, и на какие именно мушки лучше клюет, чтобы я потом отписался. Так, в общем, надо взять белый материал. Ну ладно, давайте вот сюда вот разложим. Вот такая упаковочка у нас с мушечками. Вот такая коробочка, вот такая вот. Видно? Вот такая. И давайте мы сейчас вот на беленьком посмотрим, прямо на альбомном листе, посмотрим наши мушки от Ирины Барановой. Так. Сим-Сим, откройся. Сим-Сим открылась. Вот такая вот красота. Смотрим. Вон всякие разные. Сейчас мы их всех разложим. Вот такие вот всякие разные у нас мушки. Желто-черные. Вот у меня была похожая мушка, на нее брала. У Сереги на рыбалке была мушка. Мушки одинарные тоже были. И как бы Хариус. Вот две такие, две одинаковые получаются. Вот одна даже с леской вижу. Ага. Всяких разных цветов. Ирина, мы обязательно твои мушки испробуем. Съездим на рыбалку еще. Скоро намечается до уборки картофеля. Скоро начну уборку картофеля, но скоро до уборки мы поедем на рыбалку
с Александром Мазаем, мой друг с города Сосногорска, приехал с вахты. Картошку он уже собрал. Так что следующая рыбалка у нас будет с Александром. Он давно уже собирается сюда приехать. Мы уже в прошлый год 3 раза выезжали. В этом году у нас почему-то еще не получалось. В общем, вот такая вот красота. Огромное тебе спасибо, Ирина, за посылочку. Все мушки будут испробованы. За эту рыбалку, возможно, все не успею. Но если где-то мы найдем хариуса, то обязательно раскидаем. Покидаем, буду менять, буду пробовать. Так что все отпишусь, все расскажу, все покажу. Вот такое вот богатство. Ирина сама вяжет эти мушки. Ну, и как мы видим, эти мушки довольно хорошего качества и красивые. А как они покажут у нас на реке, мы это скоро увидим. Так что убираем это все обратно в коробочку. Еще раз большое спасибо. И приступаем к распаковке нашей второй посылочки. Так, это сюда. Это сюда. Это тоже мы убираем. Ну, а теперь к самому интересному. Раз. Так, я еще посылки не открывал. Это походу разбился мед. Разлился мед. Так, это у нас, чтобы не звенело, не бренчало. Вот. Вот это у нас напиток. Догадайтесь 3 раз, какой это напиток. Рыбацкий? Нет. Юра сказал, что это не рыбацкий напиток, а говорит, попробуйте с Иваном Григорьевичем. Крымский напиток. Юра отдыхал в Крыму, нашел самую лучшую чачу, как же он сказал, с горы Айпетри вроде бы. И привез, отправил мне вот такую бутылочку в подарок. Мы сегодня за ужином по чарочке продегустируем. Но остальное обязательно, потому что Юра мне сказал, попробуйте на рыбалке с Иваном Григорьевичем. Так что эту чачу мы обязательно попробуем с Иваном Григорьевичем на нашей очередной рыбалке. Уже чувствую, что будет вкусняшка. Запах уже приятный. Ну, а тут... Так, ладно, потом вытерем. Вот у нас что разлилось, что разбилось. Это вот лопнула баночка с медом. И пол баночки вытекло у нас в коробочку. Ну, мы сейчас это все дело перетарим. Где-то у нас протекла эта банка. Вот еще бутылочка, еще одна сладкая бутылочка у нас вся в меду. Так, сейчас откроем. Вот это Юра запаковал, еле раскрыл. Так, достаем. Упаковка у нас в меду. А тут башкирский бальзам. Юра у нас с Уфы. Это столица Башкирии. На основе натуральных трав. Арский камень. Вот такая вот бутылочка. Обязательно снимем пробу тоже. Так, ну что теперь? И еще одна бутылочка у нас. Так, куда бы это нам положить? Сюда сейчас попробуем, чтобы... Блин, так жалко. Разбился мед. Ничего. Хоть бутылки не разбили. Это хорошо. Вот у нас еще одна
Один бальзам башкирский Агидель. Тут арский камень, тут Агидель. Уже сладкий. Блин, такая вкусняшка. И вот еще третья бутылочка. Юра переживал, когда я сказал, что уезжаю. И вон такая вот Каповая пещера. 3 бальзама, чача. И вот такая вот баночка меда, которая, к сожалению, вот такая вот картина Репина. Растеклась по всей посылке. Вон. Очень жалко, что так получилось. Но ничего страшного, у нас баночки еще осталось. Так что, Юра, огромное тебе спасибо. Обязательно мы отведаем крымского напитка на рыбалке с Иваном Григорьевичем. Отведаем мы сегодня за ужином под парасольного хариуса, который был пойман на дальней рыбалке, которая сейчас была. Вы это все сами скоро увидите. И вообще, все здорово. Здорово, что есть YouTube канал. Благодаря ему у меня появились, еще раз скажу, много друзей. На этой рыбалке я опять же познакомился с еще одним прекрасным человеком, который зовут Евгений. Женька меня познакомились мы первый раз. Привет, Евгений, если смотришь. Съездили на рыбалку. Нормально все было, отдохнули, половили рыбы. Евгений меня приглашает еще на весеннюю рыбалку, на осеннюю. В общем, мы увидим Евгения еще не раз, увидим эти ролики, скоро они будут. Но пока вот все. Будет еще небольшое включение за ужином, когда мы отведаем. Это пока мы оставим, а чачу по чарочке сегодня за ужином я обязательно отведаю. Как-то вот так. Ну как-то вот так. Наш простой деревенский ужин. И сейчас мы будем дегустировать, Юра, твой напиток. Крымский напиток с горы Айпетри. Стол у нас вот 2 хариуса. У нас селедочница даже не влезла, они были оба за килограмм. Вот порезали свежепросольный хариус у нас с крайней рыбалки. Щучка, чуть поменьше харюза, которые были, пожарили их. Картошечка свежевыкопанная с нашего огорода. Вчера выкопали, урожай неплохой. Выпечка, ну, помидорчики, огурчики. Юра, вон сколько получается, пол-банки меда. Это сколько грамм? Литровая? Где-то около пол-литра мы меда еще взяли, с банки выцедили, потому что мы обязательно потом попьем чайковского. Ну а пока приступаем к дегустации крымского напитка. За таким столом грех не жахнуть по половиночке. Ну, давайте по полной. Я когда был на море, пробовал, за всю жизнь 2 раза был на море, пробовал, не знаю, сортов, наверное, 10 всяких чачу. Понравился мне только у одного продавца, что я привез домой. Меду. Хорошо, когда есть друзья. Выпьем за друзей, выпьем за дружбу, выпьем, чтобы все у всех было хорошо. Всем друзьям здоровья, счастья и чтобы у всех был такой стол. Давай, будем. За вас, друзья. Действительно хороша. Юра сказал, что выбрал самый лучший в Крыму. Обалденно. Я поем. Рыба просто получилась
изумительная. Засаливал Женька по своему рецепту. Соль крупная. В магазинах такую соль не продают. Она даже темного цвета. И не так, как мы засаливаем слой рыбы, слой соли, а он просто каждый вот так вот кверху жемотом разрезает и прямо один к одному вот так разложил, посыпал солью, разложил, чтобы все ровненько, все четко. Даже нас не подпускал к этой рыбе. Получилось действительно очень вкусно. Потому что от соли, которой солишь рыбу, очень много зависит. Рыба жирная, хариус. В принципе, этого хариуса ничего не надо делать. Не коптить, не вялить. Он вот в таком свежепросольном виде самый вкусный. Ромка у меня с детства лупасил эту рыбу. А шум стоял. Просольный хариус и просольная щука — это самая любимая рыба была у него. И сейчас, наверное, да? Ну да. Так что все добыто своими руками, своим трудом. И все это очень вкусно. На этой прекрасной ноте хочу с вами попрощаться. Скоро будут ролики. Ролики будут с небольшим опозданием. Сейчас в первую очередь после этого ролика будет ролик, который был еще до дальней рыбалки. Ролик интересный тоже получится, может быть, из 3 частей, из 2. С Иваном Григорьевичем ездили на рыбалку перед отъездом, буквально с одной ночевкой. Будет интересно, сразу заинтригую. С собой мы брали баян. Так что до интересных, до скорых роликов, до встречи. Всем пока, всем до свидания. Еще раз огромное спасибо, Юра Кулагин. Еще раз большое спасибо, Ирина Баранова из Питера. Спасибо вам, спасибо, что смотрели. Присаживайтесь к нам. Будем кушать вместе. Всем до свидания. Попрощайся, скажи до свидания, Генка. Пока. Всем удачи.